служить сколько осталось? До смерти. Вернее, до отца. Я сегодня не собираюсь. Ну, вопрос вот. Вот кончится война. Что? Втянусь? Всяких кадров останусь. Я на войне был, на войне уже ничего не расскажу. Почему? Потому что убили. Рассказывать мне складно. Через нас дети в войне возьмут. Из нас будут считать, говорят. Да какие герои? Площади сводный полк военно-морского флота России. Возможности комплекса С-400 не способна повторить ни одна система ПВО зарубежных стран. Ебать его! Воздушно-космической обороны. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. Давай, Тигр, огонь автомобилей Тигр и Корнет Т. Танки Т-90А 27-й. С вооружения танка позволяет экипажу уничтожать... Вот когда нахуй! Вот это YouTube 90 на Красную площадь вступает будущее поколение российских танков. Танк «Армата». На марше парадный расчет войск воздушно-космической обороны. На вертолетах Ми-28Н ночной огонь. Так было всегда в нашей стране. Уверен, так будет и в будущем. С праздником вас! So perfect. That's so perfect. That's so perfect. Yeah. Loved it. Mr. Big Dad's perfect.
Как сообщали очевидцы, вооруженный автоматом мужчина открыл огонь по полицейским. 2 погибли, еще несколько сотрудников внутренних дел были ранены. Позднее стало известно, что неизвестные на автомобиле обстреляли сначала патрульную машину, затем здание Департамента Комитета национальной безопасности. Район происшествия и местный вокзал сейчас оцеплены. Один из 6 заложников из захваченного в Ереване здания полиции освобожден. Об этом сообщили местные СМИ. В Алматы 3 ЖУЗа. Есть у нас старший, младший, средний, Аксуек. Средний ЖУЗ живет в районе ВАЗ, аэропорт на 1-й Алмате. Запад, младший ЖУЗ, Аксай, Тастак, Авторынок и Оптовка. Старший ЖУЗ на юге, Казгуград, Атакенты, Бутаковка, Ловка, За столом собрались все друзья, сочинил я сразу этот стих. Ну давайте выпьем за меня, чем скажите хуже я других. В 70-е годы была очень интересная такая песня, я ее называю в кавычках песня про футбол, одесская песня, кажется, начиналась так. Сразу чувствуешь мужчину, колкости усов и могучая пружина рвется из трусов. Вот уже в ее ворота забивает гол и болельщице охота, чтобы он вошел. Он атаки повторяет много-много раз и всю ночь ее ласкает, не смыкая глаз. Она такая, как тут не отдаться смуглым усачам, чем тщедушным, равнодушным, бледным москвичам. И супружеская ложа вспомнится порой в переполненной квартире. Все легли давно, воздух душный, как в сортире. Везде темным-темно, рядом позе безобразный. Муж устал и спит, и во сне однообразно с присвистом храпит. Там и здесь ему поводишь, вот проснулся он, полчаса его заводишь, словно патефон. Но блаженства не доставил, он ей все равно на рубашке лишь оставил мокрое пятно. Такая, целый год стерпеть готова и во всем отказ. Но вот этим летом поеду на Кавказ. Там лимоны, апельсины, сладкое вино и усатые грузины ждут давным-давно. Мелкий дождик из облучки брызнет по полям. Едут беленькие сучки к черным полям. По меньшей мере 3 полицейских и 1 мирный житель стали жертвами вооруженного нападения в Алмате сегодня утром. По сообщениям МВД Казахстана, при попытке проникновения в Алмалинское РОВД города злоумышленник нанес огнестрельное ранение постовому и завладел его оружием. Личность нападавшего установлена, он сам ранен и задержан полицией. В Алмате объявлен наивысший красный уровень террористической опасности. Силовики проводят операцию по задержанию причастных лиц. Задержанный Руслан Куликбаев, по данным казахских спецслужб, был связан с салафитами. Ранее его дважды судили за грабеж и незаконное владение оружием. В Тавроде, по данным следствия, он и связался с экстремистами. Куликбаев утром в понедельник пытался проникнуть в здание, где расположено отделение полиции и Департамент Комитета национальной безопасности. Там преступник ранил одного стража порядка и завладел его автоматом, после чего он пытался скрыться. По преследовавшим его стражам порядка он открыл огонь. Погибли, по уточненным данным, 3 полицейских и 2 прохожих. У одного из них Куликбаев пытался обогнать машину. В Алмате сразу после нападения был объявлен наивысший уровень террористической опасности. Сейчас его понизили на 1 ступень. Ранее сообщалось, что кроме Куликбаева был задержан его сообщник. Однако потом выяснилось, что это был таксист, которому пришлось... Турция обнародовала фотографии террористов, которые вечером во вторник проникли в Стамбульский аэропорт, арестовали стрельбу по толпе, а затем привели в действие ПСА шахидов внутри сотрудников терминала. В результате трагедии погибли 44 человека, более 200 были ранены. Власти, расследующие этот теракт в аэропорту имени Кемаля Ататюрка, также обнародовали видео, на котором один из террористов дважды стреляет в полицейского в гражданской одежде. По информации турецкой полиции, 3 террористов – выходцы из постсоветского пространства, по всей видимости, воевавшие на стороне так называемого исламского государства. Один из них занимался в стане террористов боевой подготовкой русскоязычных кадров. 2 других террористов, по данным турецких СМИ, предположительно были гражданами Киргизии и Узбекистана, хотя не могли опровергнуть информацию. Съемка камеры внутреннего наблюдения
также панику внутри пассажирского терминала. Среди погибших 15 сотрудников аэропорта. В кадрах виден один из раненых в отчаянии бросающий оружие на землю. Полиция провела рейды в нескольких районах Стамбула, задержав 13 подозреваемых в причастности к теракту. Среди них 4 иностранца и 4 курды. На выходных пограничники убили 2 исламистов, пытавшихся перейти границу Турции со стороны так называемого исламского государства. За последние несколько лет сотни радикальных исламистов из стран Запада примкнули к боевикам в Сирии и Ираке, пробравшись туда через территорию Турции. У российского посольства в Ереване состоялась многотысячная акция протеста. Россию обвинили в поставках оружия Азербайджану, что, по мнению манифестантов, стало одной из причин нового витка насилия. Кроме того, российскую сторону обвинили в невыполнении союзнических обязательств. Москва поставляет оружие обеим странам, но Армения, в отличие от Азербайджана, является членом ОДКБ. В мировых медиа не первый день. В этом смысле скандал вокруг так называемых панамских документов не стал сюрпризом. Впрочем, по мнению журналистов-расследователей, он способен пролить свет на организацию схемы офшоров, отношения к которой якобы имеет ближний круг российского президента. Имя самого Путина, впрочем, не упоминается ни разу. Друзья Путина, о которых идет речь, родом из Санкт-Петербурга. С велончелистом Сергеем Ралдугиным будущий президент впервые встретился в 1977 году. Именно он познакомил Путина с его первой женой Людмилой, а позже стал крестным отцом его дочери Марии. Расследование международного журналистского консорциума называет Ралдугина и Путина лучшими друзьями, уверяя, что формальная невовлеченность музыканта в мир политики и бизнеса стала прекрасной ширмой для непрозрачных офшорных операций. Еще один питерский друг Путина, глава Банка России Юрий Ковальчук, назван в расследовании личным банкиром российского лидера. Именно Банк России, как говорится, в расследовании участвовал в создании офшорных фирм на имя Ралдугина. Всего ему принадлежали 7 компаний, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на британских Виргинских островах. Услуги по регистрации выполняла малоизвестная, но влиятельная юридическая фирма Mossack Fonseca. Эти офшорные компании получали необеспеченные кредиты от русского коммерческого банка на Кипре и являющимися филиалом государственного банка ВТБ. Одна из таких фирм, как следует из материалов расследования, компания Santawood Continental на британских Виргинских островах с 2009 по 2012 год получила более $1 миллиарда кредитов. Часть денег предоставлялась затем под высокие проценты российским фирмам, а прибыль от операций шла на счета в Швейцарии. В 2011 году кредит в $10 миллионов через Santawood Continental был направлен к горнолыжному курорту Игора под Санкт-Петербургом, где в 2013 году дочь Владимира Путина Мария праздновала свою свадьбу. Всего по данным расследования журналистского консорциума, друзья президента России Владимира Путина вывели из страны путем офшорных махинаций порядка $2 миллиардов. Антирус. Как часто в России война от амбиций, в ее нежелании кого-то понять и в духе обычных российских традиций всех, кто не согласен по-русски, поднять. Свирепая нежность ее батальонов есть поступ былых Чингисхановых войн, правда одна, в православных погонах, а всех остальных просто выгнал учет. Кровавые борьки по детям не плачут, и русские пушки в парламент палят, и совести муки по сердцу не скачут, чеченские дети в глазах не стоят. Из неруси вышедших русских поэтов великое слово, обретшее крыло, их жизнь не спасая от черных наветов, до русской души так и не добрело. Масон Пастернак, и масон Достоевский, и Гоголь совсем из нерусских кровей, и даже из Рюриков князь русский Невский, а Сахаров с Градским, конечно, евреи. Их лучшие мысли и лучшие звуки давно уже стали сокровищем мира. К струне прикасались не русские руки, но это была все же русская лира. Все лучшее Нерус в тебе создала, целуя с колен своей мачехи руки, лишь кровью и памятью их торговала, вампирам вбирая их лучшие руки. Когда же этой крови тебе не хватает, и Дракулы чаша под сердцем пуста, Баку или Вильнюс, Чечня или Таллин, или, может, не близко Алмата? Куда устремишь ты безумный взгляд? Чей следует следом за ног, чей черед? Понятны теперь антирусские дзады, и все-таки сердце никак не поймет. Я вырос
На лучшей строке Акуджавы и юность мою Магомаев воспел. Высоцкий подкинул немного травы. Моя доброта не была ни удел. Я не Руси вдрызг, обрусевшее семя, и пушкинский слог мне понять по плечу. Но видя такое кровавое племя, я русским таким быть совсем не хочу. Всю жизнь я воспитан с любовью к России, теперь разглядел и, конечно, боюсь. И сколько бы вы у меня ни просили, я жить ни за что не хочу а-ля Русь. Великая ложь о великой России во мне воспитала к России любовь. Но сколько бы мы у нее ни просили, она еще выпьет русскую кровь. Язычники столь не бывают жестоки, как ты, прикрываясь заветом Христа, в разгул выпуская людские пороки и кровью родных обогряя уста.
Russian boys. Damn, you're right.